18 марта Беларусь отметила День Конституции, принятый в этот день в 1994 году на внеочередной сессии Верховного Совета Беларуси. Наша Конституция менялась аж 3 раза. На референдумах 95, 96 и 2004 годов. На них Беларусь была превращена в президентскую республику из парламентской. Изменились ее герб и флаг. Президент получил разрешение избираться неограниченное число раз. Но праздника в День Конституции так и не случилось. Теперь в кануне небытия различного рода митинги не чувствуется праздничной атмосферы, как в советские времена. И не хочется петь песни, так как некому это делать. Все заняты своей работой. Этот день объявлен властями как рабочий. Но все же хочется торжественной атмосферы. День Конституции должен объединить всю Беларусь. Это праздник всего белорусского народа на пути к демократии. 18 марта в пятницу состоялось празднование окончания третьей четверти в школьном учебном году. Мероприятие состоялось дома у старого 7 класса города. На мероприятии присутствовало 9 человек. Это были представители женского и мужского. Все заняты своей работой. Этот день объявлен как рабочий. Но все же хочется торжественной. На мероприятии еды было около, заказано было еды около на 450 тысяч и на выпивку 50 тысяч. Всего на мероприятие было затрачено около 500 тысяч. За столом у Никиты Журова обсуждались разные успехи, события на третьей четверти этих 2 месяцев, 2,5 месяца. Это и введение Елены Анатольевны своей Симонов и уход Оли Литовской из класса. Ну и, в принципе, другие успехи и поражения 7 класса, оценки 7 класса. Ну и, в принципе, мероприятие прошло успешно. Сумесны праект вестніка Ашак і Ашкі ТБ, рэпартаж з беларускай вёскі. Гэты рэпартаж здымаўся зноў у вёсцы Мікалаеўка другая. Гэта 3-й рэпартаж з гэтай вёсцы. Ну, гэта вы бачыце шынамантаж, ну і другія краявіды мясцовасці Мікалаеўкі другой. Вёска знаходзіцца на пачатку Магілёўскага района, непадалёк ад Мікалаеўкі першай і Мікалаеўкі трэцяй, а таксама палавіннага логу.
Я не кидал своих детей. Не знаю, не знаю. Сейчас я сниму. Еще отзыв. На концу этой вёски знаходзіцца абрыў, дарога ад якога ляжыць да іншай вёсцы Палыкавічаў.